Но вообще в нашем уже в таком мире постмодерна, в 21 веке, когда уже все настолько превратилось в какую-то единую массу, вот этот термин «национальное кино», оно, на мой взгляд, приобретает не второе рождение, но приобретает некий такой более важный смысл, чем в прошлом. Вот на заре становления кинематографа, когда не было, скажем, такого тотального доминирования Голливуда, когда кинематографические школы советская, итальянская, норвежская, немецкая, американская, они как-то развивались параллельно, брали друг у друга какие-то определенные нюансы, какие-то качества, какие-то приемы, тогда это было намного более заметнее, потому что но это этап становления нового, новейшего из искусств, да, как принято говорить. Вот. И тогда это, конечно, было немножко другое время, нежели сейчас. Из прошлого, опять же, можно выделить такие, самые крупные какие-то взрывные такие рэперные точки в истории кино, да, вот, скажем, у всех на слуху, там, французская новая волна, да, или итальянский неореализм, которые примерно в одно время появились, и французская новая волна чуть попозже, итальянский неореализм после войны, и они появились, и просто перевернули с ног на голову, можно сказать, весь мир кинематографа, который на тот момент существовал, и когда уже казалось, что уже, собственно, что еще можно нового придумать. Это явление, поскольку все-таки там неореализм называется итальянским, да, новая волна французской, можно отнести к национальному кинематографу в определенной степени. И нужно тоже понимать, что за предпосылки были. Например, итальянский неореализм. Это время, когда сокрушительное поражение терпит идея фашизма в Италии. И все эти дети, которые выросли, можно сказать, на этих идеях, чьи отцы были под знаменами Дуччи и там гибли, и приходили потом, многие приходили, кто не погиб, с опущенной головой, не просто после поражения, а после поражения идейного, когда дети видели своих отцов и понимали, что этот мир шел не в том направлении, и не было каких-то основ. Вот такие моменты, переломные для народа, да, появлялись вот такие вот интересные явления, как вот, например, итальянский неореализм. Конечно, он тоже очень неоднороден. Там, итальянский неореализм, он там до того разные люди, но в них были определенные черты, которые, как вот скажем, этот неореализм выделяют. Это, конечно, в первую очередь, если говорить об идейной составляющей, да, это обращение к жизни простого человека. То есть, конечно, в этом смысле все киношколы говорили о простых, да и литература тоже, там, да, скажем, гоголевская шинель, да, самый, скажем, да, самый человек, которого практически незаметно в этот момент стал героем, да, у Гоголя, которого вообще не было, по сути, да, и кино в этом смысле, оно вот новое дыхание обрело на этом этапе. Но опять же мы видим, что здесь случился вот этот вот чудовищный перелом ментальный у итальянцев, и появилось вот это явление. Вот. И вот идейное как бы обращение к жизни простого человека, это вот стало их, скажем, визитной карточкой. Конечно, были определенные технические моменты, которые тоже на это явление, скажем, они любили снимать там, при естественном освещении, там, минимум декораций, все должно быть естественно. То есть это было для кино тогда не свойственно. Все-таки киношники любили строить декорации, там, скажем, те же итальянцы, итальянский пеплум есть такой термин, да, когда они снимают гигантские, там, тысячи людей, там, схватки каких-то там гладиаторов и так далее, и так далее. Это все на грандиозно. А здесь люди стали говорить о простом человеке, снимать в простых локациях, при обычном свете. Вот. И здесь стало на этих как бы основах появилось новое явление. Что же сегодня? Если вообще сегодня национальное кино, конечно, безусловно, есть. И оно появляется, на мой взгляд, в противовес
вот этой, у одного культуролога я услышал термин макдональдизация, то есть когда кругом один Макдональдс, и ты уже не можешь попробовать просто там обычной там, японской кухни, татарской кухни, да. В киношной среде, среди кинематографа, да, это явление, оно настолько проникло глубоко. Ты практически не можешь уже снять кино, то есть ты можешь, технически у тебя возможности есть снять любое кино, но станет ли его смотреть зритель, который буквально запрограммирован и приучен к определенным вещам, которые в кино стали, ну, как такое незыблемое правило, да? Скажем, кино должно уже начаться на 10-й минуте. Если там не произошло какого-то первого поворота, все там, люди засыпают, уходят с залов, то есть продюсеры в панике, там, это уже не норма, если, то есть 10 минут дается, если за эти 10 минут ничего не понятно, про что фильм, все, практически ты уже не можешь делать это кино. И в этой системе, скажем, вот это вот глобализация, да, когда вот в этом мире мы живем, когда все как-то уравнивается и нет никаких особенностей, национальное кино, оно какое-то второе рождение приобретает. И в этом смысле очень интересно, в каких странах на сегодняшний день вот это национальное кино так очень ярко о себе заявляет. На мой взгляд, это, конечно, иранское кино. На сайте одного издательства «Реальное время» я даже делал небольшой обзор по иранскому кино. И вот то, что сегодня из себя представляет иранский кинематограф, он тоже очень неоднороден. То есть там есть, скажем, там 4 такие имени, ну, я условно говорю, самых крупных, известных, там, как Киаростами, там, Масджид Маджиди, которые тоже сами по себе очень и в идейном плане, и в ментальном плане, там, и вообще, и в плане техники они все настолько разнообразны, но все равно их объединяет вот это национальное кино, и принадлежность к иранскому кино, и все равно общие какие-то вещи, о чем они снимают. А снимают они так же, как и итальянцы, как правило, о жизни простых людей. Как это неудивительно, их герои это там, обычные дети, обычные старики. Если посмотреть сценарии, которые они снимают, то есть они тоже особенность, например, иранского кино, то, что они с легкостью снимают и продолжают снимать, и это было 30, 20, 40 лет назад. Вообще актеров не профессионалов, и делают это блестяще. Есть такой прекрасный фильм «Салям Синема», когда режиссер собирает, этот фильм был к столетию кинематографа снят, он делает рекламу, что вот я буду снимать кино, приходите на кастинг. 1000 людей приходит на кастинг, давка, и он начинает вот так приглашает людей, начинает звать и общаться с людьми. Почему вы хотите в кино? Вот у меня такая мечта человека. А вы знаете, говорят, вы уже в кино. То есть вы попали в кино, И вот смотреть за этими эмоциями документального фильма, когда человек пришел сняться в кино, ему говорят, а ты уже в кино. Ты попал в кино, то есть мы тебя покажем. Это, конечно, то, что вот, немногие могут реализовать. То есть реализовать это очень просто. Но дойти вот до этого, да, и вот эти живые эмоции снимать, это, конечно, простых людей. Это удивительная способность иранцев, которые, конечно, они, слава богу, не теряют, и иранское кино заявляет о себе даже на Западе. Кроме того, что есть иранское кино, конечно, есть и другие. Скажем, очень тоже ярко и необычно себе заявляют корейцы. Корейское кино, это вообще удивительно то, что они там делают. И надо сказать, что это тоже не на пустом месте. Там существовали традиции, там были великие режиссеры, просто мы практически о них не знаем, но, собственно, мы и о своих-то не знаем. То есть вряд ли какой-то там обычный человек, скажем, похвастается тем, что смотрел там фильмы Эйзенштейна, Пудовкина и других вот великих наших советских кинорежиссеров. Уж не говоря о документалистах, там, Зиговертов и так далее. А у корейцев тоже есть основа, есть база, и они, конечно, умеют. И делают это сегодня тоже очень виртуозно, хотя, к сожалению, не так они тоже раскручены. И если вникнуть, многие страны могут этим похвастаться, просто мы об этом не знаем. Скажем, возьмем тоже индийское кино. Уж у кого, у них эти традиции кино национального, оно у них максимально выражено. К сожалению,
мы знаем, скажем, не то, что с не очень хорошей стороны, но со стороны, скажем, не очень качественного, не очень качественную сторону этого кинематографа индийского. Все эти низкопробные, то, что в 90-е заполонили, там, да, и в конце 80-х. Никто не хочет сегодня смотреть, а там снимается по 500 фильмов в год. И уж, наверное, десяток фильмов точно заслуживает внимания. Там, я говорю очень скромную цифру, а может быть и больше. Никто же не отсматривает, никто не следит. То есть, да, никто не может нам порекомендовать действительно индийское хорошее кино, а там оно есть. И уж точно там 2-3 фильма будут выдающихся, если уж нам так говорить, да. И поэтому практически любое кино любой страны, оно заслуживает внимания, и оно существует. Ну, собственно, чем еще хотел, наверное, пару слов сказать, чем характеризуется, да, ну, что национальное кино. Наверное, оно не означает, что оно снято, например, только в Индии. То есть, наверное, национальное индийское кино, возможно, может снято и в Голливуде. Собственно, таких примеров мы видим немало, когда известные, хорошие, выдающиеся, сильные режиссеры приезжают в Голливуд и снимают кино. Карвай, например, да, там «Мои черничные ночи» он снял совершенно на своем языке. Я не про лингвистику говорю, а про киноязык. Хотя снимал в Голливуде с голливудскими актерами, это было действительно... Сказать, что это голливудское кино, наверное, будет большим преувеличением, это больше все-таки национальное кино. Но, тем не менее, многие режиссеры растворяются там и теряют свою национальную идентичность. Вот. Но еще надо сказать, что национальное кино характеризуется чем? Той тематикой, теми вопросами, которые оно поднимает. Это очень важно. Потому что вот, опять же, те вопросы, которыми нас пытается насытить как бы Голливуд, они не всегда отражают в полной мере требования простых людей, народа в разных странах. Даже если, например, тема семьи, которая в Голливуде очень сильно педалируются, они очень здорово как бы делают отличные семейные фильмы, но тем не менее в их преломлении, вот сейчас, например, намечается такое, да не намечается, уже давно наметился, и оно уже давно реализовано. Любой семейный фильм должен обладать определенными чертами, там, да? То есть вы видите, там, в каждом практически семейном фильме там должны быть темнокожие, не темнокожие. Должны быть люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и такие, и сякие, к ним должно быть максимальное уважение. Если эта тема там не прописана, я не знаю, что им делают за это, но, может быть, но это в каждом фильме есть, любой фильм. То есть есть моменты, которые в общечеловеческих понятиях не всегда найдут ответ в других странах мира. Поэтому тем важнее, опять же, что национальный кинематограф работал, развивался и доходил до людей. С другой стороны, сейчас есть как бы социальные сети и доступ в интернет практически у многих людей. И это, конечно, во многом облегчает, но даже там национальному кино очень тяжело дойти до зрителя. Поэтому я смотрю на это с оптимизмом все-таки. При необходимости, я, пожелав что-то посмотреть, я все равно найду. Потому что интернет, он сегодня намного облегчил. Но я буду один, а все-таки кино, оно предполагает массового зрителя, не для одного человека.